Здравствуйте, ребята! Меня зовут Шукенова Балгаша Усатаевна, учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы номер 27. Тема урока «Мы с приятелем друзья». Сегодня мы на уроке научимся понимать содержание художественного текста, правильно употреблять существительные с прилагательными, учимся находить и выделять приставки. Обратите внимание на стихотворение Сергея Михалкова: «Когда живется дружно, что лучше может быть? И ссориться не нужно, и можно всех любить». Как вы думаете, на какую тему у нас будет урок? Найдите ключевые слова в стихотворении. Да, сегодня мы говорим о дружбе. Ключевые слова в стихотворении: «Живете дружно, всех любить». Нарисуйте в середине листа ромашку и ее лепестки. Дружба – тема урока, а лепестки – слова, которые помогут раскрыть ее. Дружба. Дружба крепкая, дружба верная, дружба хорошая, дружба преданная, дружба близкая, дружба истинная, дружба новая, дружба школьная бывает. Мы продолжаем изучать тему словообразования. Сегодня у нас приставки и предлоги. Нельзя путать приставки и предлоги. Приставки – это часть слова, которая пишется со словами слитно. Предлоги – служебное слово, которое пишется со словами раздельно. Например, отъехать от дома, отъехать от приставка, от дома, от является предлогом. Заехать за другом, заехать за является приставкой, за другом за является предлогом. Выехать из города, выехать, вы является приставкой, из города из является предлогом. Теперь, ребята, выполним практическое задание. Образуйте новые слова, используя приставки, и переведите их на родной язык. Проверим. Приехать, уехать, прилететь, улететь, принести, унести. Прилететь к килю, уехать к киту, прилететь к килю, улететь к киту, принести акилю, унести алып киту. Выполним еще одно грамматическое задание. Образуйте новые слова, используя приставки. К полученным прилагательным подберите существительные: вкусный, водный, грамотный, опасный, ударный, облачный. Проверим. Вкусный – безвкусный суп. Водный – безводный колодец. Грамотный – безграмотный человек. Опасный – безопасное место. Ударный – безударный слуг. Облачный – безоблачный день. Приставка «без» означает отсутствие чего-то. Выполним еще одно грамматическое задание. Образуйте новые слова, используя приставки: при, у, в, вы, пере, с, от, про, по, без, до, за, со словами бежать, ходить, плыть. Проверим. Бежать, прибежать, ходить, уходить, плыть, доплыть. А теперь, ребята, послушайте стихотворение Сергея Михалкова
Мы с приятелем. Замечательно живем. И живут в квартире с нами два ужа и два ежа. Целый день поют над нами два приятеля-чижа. И про наших двух ужей, двух ежей и двух чижей знают в нашем новом доме все 12 этажей. Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, открываем настежь двери, в школу с книжками бежим. И гуляют наши звери по квартирам по чужим. Собираются ежи к инженерам в чертежи. Управдом в постель ложится и встает с нее дрожа. На подушке не лежится, под подушкой два ужа. Раньше всех чижи встают и до вечера поют. Дворник радио включает, птицы слушать не дают. Тащат в шапках инженеры к управдому двух ежей, а навстречу инженерам управдом несет ужей. Пишет жалобу сосед, никому покою нет, зоопарк отсюда близко, предлагает всех зверей сдать юнатам под расписку по возможности скорей. Мы вернулись из кино, дома пусто и темно. Зажигаются огни, мы ложимся спать одни. Еж колючий, уж ползучий, чиж певучий, где они? Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, по дороге к зоопарку не смеемся, не поем. Неужели зоосад не вернет зверей назад? Мы проходим мимо клеток, мимо строгих сторожей. 100 чижей слетают с веток, выбегают 100 ежей. Только разве отличишь, где какой летает чиж? Только разве разберешь, где какой свернулся еж? 100 ужей на двух ребят подозрительно шипят. 100 чижей кругом поют, 100 чижей зерно клюют. Наши птицы, наши звери нас уже не узнают. Солнце село, поздний час. Сторожа выводят нас. Не пора ли нам домой, говорит приятель мой. Мы такие с ним друзья. Куда он, туда и я. Теперь, ребята, проведем словарную работу. Приятель – дос, пятичок, монета – тын, чиж – небольшая лесная птица, орманукс – настежь, айкара – ашықтыр, управдом и басқарушы, юнаты – табиғат зерттеуші, жасөспірімдер, расписка – қолхат. Определите тему и основную мысль стихотворения. Найдите ключевые слова. Тема стихотворения о дружбе. Основная мысль стихотворения – крепкая дружба, одинаковые интересы. Ключевые слова – приятель, квартира, ужи, ежи, птицы, чиж, сосед, кино, клетки, поздний час, друзья. А теперь, ребята, укажите верные и неверные ответы. Первое. Приставка – это значимая часть слова, которая служит для образования новых слов. Второе. Приставка стоит после корня. Третье. Приставка пишется слитно. Четвертое. В словах забота, вкусный, живем есть приставка. Пятое. Предлог со словами пишется раздельно. Проверим. Первое. Приставка – это значимая часть слова, которая служит для образования новых слов. Верно. Второе. Приставка стоит после корня. Неверно. Приставка пишется слитно. Верно. Четвертое. В словах забота, вкусно, живем,
есть приставка «неверно». Предлог со словами пишется раздельно. Верно. Ребята, на этом урок закончился. Спасибо за внимание.